Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І нагадаю, що партнером нашого ефіру є вода Трускавецька. Трускавецька, нагадаю, проводить благодійну акцію «Крок до перемоги». З 20 червня 1 гривня з кожної пляшки йде на підтримку наших захисників. Пам'ятайте, що навіть маленький крок торує шлях до великої перемоги. Трускавецька, з самого серця Карпат. Ця інформація прозвучала на правах реклами. А зараз до нашого ефіру доєднується Ахмед Закаєв, голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном. Ахмед, здравствуйте, приветствую вас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот хотел вот о чем у вас спросить. Мы увидели, что вот по завету главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, кажется, все-таки война начинает все активнее переходить на территорию России. Вчера, то есть 30 июля, мы увидели, как неизвестные беспилотники залетели в, как это сказать, центр бизнес Москвы, называется это все Москва-Сити. Они попали непосредственно в те здания, где находится несколько министерств. И вот у меня такой вопрос. А какие чувства у вас это вызывает? Чувства, которые на самом деле все эти последние 20-30 лет, наверное, были, в общем-то, атрофированы, что нет справедливости на этой земле, в этом мире. Вот это как бы торжество справедливости. Вот то, что мы видели. Потому что с периода Второй мировой войны это российское общество, если его можно так назвать, они вели очень много войн после Второй мировой. Но только в период Второй мировой войны они испытывали и на себе, испытали вот весь ужас этих войн, ужас этой войны. Вот и последующие несколько десятков лет русские, советские жили тем, что вот главное светлое небо над головой, чистое небо. Пусть всегда буду я, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, и чтобы не было войны, самое главное. Вот мы воспитывались на этом. Но уже в последующем, спустя некоторое время, вот этот народ начал воевать. Воевать на других территориях, на чужих территориях и подвергать насилию абсолютно ни в чем не повинных людей и не преследуя какой-либо такой гуманитарной цели для ведения этих войн, кроме как захватнических, каких-то необъяснимых политических. И вот эти войны, которые велись, они велись под аплодисменты вот тех, кто вчера реально на себе испытал и увидел, что такое война, когда с неба падают не только дождь и снежинки крупные, но бомбы, и оттуда смерть. Вот это они еще это просто даже не успели почувствовать, но они увидели, что это возможно. Вот я думаю, вот такие методы, и вот как можно больше появятся там неисследованные, неизвестные летательные аппараты, которые падают на их голову, вот это может приблизить их конец этой войне здесь. То есть это может приблизить окончание ожиданий победной эйфории этого общества над Украиной, над украинским народом. Вот они ожидают это и ждут этого. И они должны на себе почувствовать, каково это бывает, когда на вас падает бомба, и каково это, когда начинает звучать сирена в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Вот я думаю, что это они испытали хотя бы мизерную в процентном отношении долю этого всего, и это очень позитивно. Вот знаете, как раз хотел спросить, мы помним те освободительные войны, российско-чеченские войны, которые вели борцы за независимость Ичкерии. А какой был опыт перенести войну на территорию России? Мы сейчас не говорим о тех терактах, которые совершили ФСБ, да, подорвав дома в Буйнакске, Волгодонске и Москве, собственно говоря, для того, чтобы оправдать вот эту так называемую вторую чеченскую кампанию. Но я говорю о том, как велась дискуссия по поводу того, что действительно российское население должно понять, что такое война, а не только бомбежки, да, и уничтожение чеченского народа? На самом деле, то, что первую войну
когда уже у нас было принято окончательное решение о том, чтобы переносить военные действия на территорию противника, это был разработанный план главным штабом и утвержденный Джохаром Дудаевым. Да, я не говорю даже о Буденновске. Буденновск это была операция, которой они были вынуждены завернуть в этот населенный пункт, хотя задача перед бойцами, которые шли туда, это была совершенно другая задача. Это в силу сложившихся тогда обстоятельств по ситуации, они были вынуждены завернуть, вернее, эти подразделения завели сами российские гаишники или российская милиция, они их завели в этот город и подвезли их к отделу милиции. Вот первые боевые действия начались именно там. Там были вооруженные и спецназ, их спецназ, и вооруженные люди. Вот с ними началась война, боевая операция началась там. Хотя операция была запланирована в совершенно другом месте и имела другие задачи и цели. В последующем это Кизляр, когда был разгромлен аэродром, военный аэродром России, уже на территории противника. Там была установлена комендатура, чеченская комендатура, был назначен комендант, с кем согласовывали все эти действия, уже даже перемещение и передвижение самих русских, это даже согласовывалось. В последующем это вылилось в так называемое Первомайское сражение. Да, безусловно, то, что сегодня делает украинское командование, это единственное, что может каким-то образом остудить вот этот великодержавный шовинистический пыл русистов, которые развязали войну против Украины. И именно вот у Украины очень хорошие возможности для того, чтобы переносить боевые действия на территорию противника, проводить специальные операции. Если даже не захватывать и не удерживать какие-то районы и регионы, совершать вылазки, уничтожать российских агрессоров у себя дома, вот это самое правильное и самое необходимое в этой ситуации. И это только может немного сбавить их аппетиты с тем, чтобы они продолжали эту войну. Мы также помним, что вот немного аппетиты великодержавные должен был остудить вот этот так называемый марш справедливости Пригожина. И с одной стороны может показаться, ничего такого не произошло, сам Пригожин на свободе, его эти вагнеровцы, кажется, в Беларуси. Но есть одно такое интересное последствие, это то, что Путин распорядился, чтобы Росгвардия получила тяжелую технику. И это такие внутренние войска. Многие говорят, что все это сделано, для того, чтобы защищать непосредственно Путина, да, и вот его приближенных, если вдруг начнутся еще какие-то движения по поводу того, чтобы, его свергнуть, или возникнут какие-то в регулярной армии недовольные. Но при этом вместе с Росгвардией, просто потому, что кадыровские вот эти подразделения являются частью Росгвардии, эту тяжелую технику получили и они. И тут есть, конечно, два мнения на этот счет. Одно мнение озвучивают, среди прочего, такие реалисты. Они говорят, слушайте, Кадыров получил эту тяжелую технику, но он настолько лоялен к Путину, да, настолько является его послушным псом, что, конечно, невозможно представить, что он как-то будет против него ее использовать. Есть другое мнение. Вот тут Илья Яшин, оппозиционер российский, да, он там на 8,5 лет был осужден за антивоенную позицию. В общем, он каким-то образом из тюрьмы написал пост о том, что, смотрите, это же прямой путь к новой войне на Кавказе, что вот этот Кадыров, его боевики, оснащенные танками, артиллерией, системами ПВО, могут начать новую священную войну. Как вы считаете, откуда у российской оппозиции вот эти иллюзии, что Кадыров может повернуть оружие против Путина? Дело в том, что у России, в принципе, оппозиции нет. Есть те, которые пытаются заменить Путина и прийти на его место. Либеральные оппозиции, которые имеют программы, которые приняли бы все и мировое сообщество, и народы, которые сегодня являются колониально зависимыми от России, чтобы этим народам предоставить свободу, вот такой оппозиции нету. И поэтому Яшин или другой, который сегодня любое укрепление на Кавказе, любые изменения в силовом отношении там, для них это, конечно, очень серьезный вызов, потому что они
планировали. Я знаю совершенно точно, что готовилась третья чеченская война, и те, кто пришли бы на смену Путина, вот его преемники, должны были развязать эту войну под предлогом борьбы с кадыровцами и с Кадыровым. Вот так и запланировано было. Но война в Украине отложила эти планы. То, что Путин развязал краткосрочную войну, он рассчитывал на короткую войну, победу, и в последующем военные уже могли бы взяться и за Чечню. Но что произошло, то произошло. Теперь относительно, что по поводу тяжелой техники. На все воля Всевышнего. Вы знаете, только Всевышний мог так обустроить эту ситуацию. Сегодня в Украине возрождается чеченская армия. В результате 2 войн мы потеряли все. И тяжелую технику, хотя у нас ее было очень мало, мизерная была техника, старая была техника еще советского периода. Мы все ее растеряли, вообще ничего нету. И сегодня возрождается вооруженные силы Чечни, чеченские вооруженные силы в Украине. И нам бы, конечно, мы не смогли бы с Украины вести тяжелую технику на Кавказ и в Чечню. И вот то, что там сегодня появляется какая-то тяжелая техника, это подарок от Всевышнего нам всем, кто будет продолжать кто будет деоккупировать нашу страну. Кадыров никогда не пойдет против Путина. Но чеченцы, которые находятся сегодня на территории Чечни и даже в рядах российской так называемой Росгвардии, как только появится и изменится ситуация, политическая ситуация в самой Москве, вот эти люди пойдут и против Кадырова, и против Путина. И мы делаем все, чтобы так оно и получилось. И мы будем это делать. Они для нас сегодня не являются кровными врагами. Только те, кто сегодня совершил преступление против чеченского народа, против чеченцев, вот они понесут ответственность. А вот все остальные, которые сегодня вынужденно находятся на территории, оккупированной территории, и они вынужденно сотрудничают с оккупационным режимом, с ними будет совершенно другой подход и другое отношение. И поэтому любая техника, которая сегодня появляется на Кавказе или в Чечне тяжело, это для нас большой подарок. Это очень интересная интерпретация, и, мне кажется, справедливая, да, того, что происходит. Мы еще видим, как вот эти кадыровские подразделения несут потери. Несмотря на то, что было много информации, что все-таки Кадыров пытается беречь и поближе к себе держать вот этих своих кадыровцев, да, несмотря на это, все-таки просачивается в медиа эта информация. Я обратил внимание на новость, которая появилась, кажется, вот пару дней назад. Там так называемый министр печати и информации Чечни, Ахмед Дудаев его зовут, он там публично отчитывал местного жителя Чечни, там 45-летнего человека по имени Аслан, за то, что тот якобы недостоверную информацию распространял о массовой гибели бойцов полка «Север Ахмат» под Бахмутом. Разумеется, там все стандартно. Вот этот чеченец по имени Аслан заявил, что готов приносить извинения даже на телевидении. Мы понимаем, что с ним там происходило, да? Тем не менее, что известно об этих потерях? Из таких официальных, о том, что, прям в новостях было вот такого Карлсона, с 2 «С» он пишется, командир отряда БПЛА кадыровского подразделения «Ахмат» ликвидировали недавно. Мне кажется, вы знаете чуть больше. Знаете, в первую очередь, большие потери кадыровцы, которые были задействованы в самом начале войны, российской агрессии, они понесли большие потери. И среди них, на самом деле, можно сказать, большинство из них были именно кадыровцы, идеологические, во всех отношениях, которые были преданы и придерживались главных устоев этой секты, которая создана сегодня во главе с Кадыровым и во главе фондом на территории Чечни. Вот эти сектанты, они есть и сегодня. Они находятся, конечно, в особом положении. А вот то, что сегодня Кадыров отправляет в Украину, в большинстве, я говорил это раньше, и это только подтверждается даже со слов того же военнопленного, который давал интервью украинским СМИ, где он говорит, что да, среди нас было 200 человек или 300 человек, среди нас было несколько десятков или несколько человек, чеченцев.
остальные все русскоязычные. Но Кадыров это и делает. Он по всему постсоветскому пространству собирает людей, включает их в это подразделение, проходит 2 недели, и вместе с ними он отправляет людей, которых они считают себе нелояльными или провинившимися, или в отместку кому-то. Допустим, моего племянника отправили только чтобы отомстить мне и моим сыновьям, которые нашим подразделениям, которые находятся в Украине. И таких случаев даже среди наших бойцов очень много. Я имею в виду в руководстве там. Не буду сейчас называть имена, чтобы не создавать проблему. С моим племянником это было слишком... уже многие об этом говорили, поэтому я его назвал. Просто таких людей тоже. Вот именно они сегодня попадают в этот клубок пушечного мяса, который они отправляют туда для того, чтобы их там уничтожали. И они выполняют какую-то функцию свою. А для Кадырова это отчетность, да, для Путина перед Путиным, что он чуть ли ежемесячно отправляет чеченских добровольцев в Украину. Но на самом деле среди них самих чеченцев мало. И поэтому то, что вот говорил Белокиев с вами, по-моему, и то, что вот этот так называемый министр информации доказывал, они отчасти вправо, когда не возвращаются в Чечню там сотни, десятки, несколько сот гробов. Они их удерживают. Есть те, конечно, он прав, очень много людей, которые пострадали в результате еще с первых дней, и они числятся без вести пропавших, а на самом деле это они убиты, они уничтожены. Просто Кадыров даже их не хоронит с тем, чтобы не вызвать отрицательный резонанс в самой Чечне. А вот в последнее время, кого он отправляет, это те, кого они наказывают. И они находятся сегодня в роли пушечного мяса. Да, и мы знаем тоже эту информацию, тоже она у нас есть, о том, что это могут быть выпускники вот этого института, в общем, куда в Росгвардию попадают, да, вот он находится, спецназа, институт спецназа это все называется. Да. Я, знаете, на что еще, о чем хотел с вами поговорить, если можно, если у вас еще есть время, то немножко. Я увидел такую информацию о том, что 21 июля, то есть это уже сколько, 10 дней назад, да, было, в центре Москвы проходил стихийный митинг мусульман. Митинг этот был против полицейского насилия в мечетях. Да, и там речь шла о том, что вот рейды российских силовиков по мечетям, это вызвало, возмущение среди мусульманского сообщества. И мы точно знаем, что россияне всегда дискриминировали всех, да, мы знаем о том, что они дискриминировали по расовому признаку, по религиозным убеждениям и так далее. Как вы считаете, вот такие митинги, есть ли у них протестный потенциал? Можно ли его использовать против кремлевской вертикали? Единственный, наверное, если говорить о протестном потенциале в сегодняшней России, это и есть вот это. Вот именно этот момент и это направление. Именно на посягательство на религиозные чувства граждан. В основном это мусульмане. Парадокс заключается в том, что насколько они бессовестны и демонстрируют вот эти двойные стандарты. Вы обратили внимание поездку Путина в Дагестан. И он из мечети выходил в обнимку с Кораном. И он говорил какие-то слова, подтверждая, что мусульмане всегда являлись очень важной частью российского государства, России. И буквально через несколько дней после того, как они показали этот ролик в пропагандистских целях, они же снова совершают вот эту варварскую вылазку в мечеть. Просто в тот день, в пятничную ложат всех на живот. Они издеваются над ними, ходят в обуви, ходят по этим коврам. Просто в мечеть нельзя заходить в обуви. В мусульманские дома нельзя заходить в обуви, не говоря уже о мечети. Это культура, это традиции, которые должны соблюдаться всеми и уважаться, и уважать. Вот то, что мы видели, это был просто парадокс, да, то, что как это все может сочетаться в одном таком организме, скажем так, который сегодня заявляет о себе как Россия. На самом деле это вот лицо и этой
структуры и этого государства. Это террористическое государственное образование, абсолютно бессовестное, которое строится на лжи и на этой ложной пропаганде. И поэтому это очень показательно. И единственное, когда-либо, если начнутся какие-то серьезные протестные акции, это будет связано именно с религиозными деятелями и с религиозными чувствами людей, которых сегодня, на которые посягает сегодня вот этот преступный режим и русисты. Мы обязательно будем следить за этими событиями. Ахмед, спасибо вам большое за этот розговор. Хочу нагадати нашій аудиторії, що з нами на зв'язку був Ахмед Закаєв, голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном. Серед іншого, ми обговорювали декілька важливих тем. Звичайно, що почали ми з того, що невідомі безпілотники атакували Москва-Сіті. Москва-Сіті – це такий бізнес-квартал саме в центрі російської столиці. Ці безпілотники потрапили, влучили, так, саме в ті будівлі, де знаходяться декілька російських міністерств. Можна було побачити паперові документи з цих міністерств, які літали по Москві. Також обговорили ми тему того, що наляканий оцим бунтом Пригожина Путін надав наказ, щоб у Росгвардії з'явилася важка техніка. Це означає, що це важке озброєння також з'являється у його вірного пса Рамзана Кадирова. І отут питання в тому, чи це несе якісь ризики. Про це будемо говорити в наших наступних ефірах. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.